Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точней, отдай на клюшку пас, сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противников все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой. Первая полноценная тренировка на домашнем льду. Все волнения позади, впереди регулярный чемпионат. Без сомнения, победа на международном турнире и кубок добавит нашим парням уверенности в собственных силах. А гордиться нам есть чем. Один из самых юных игроков нашей команды, Павел Порядин, стал лучшим нападающим соревнований. Да, на самом деле все игры запомнились. Ну, конечно, я отметил бы игру последнюю, так как играли за первое место. А так все команды были хорошие, сильные, интересно было играть против, тем более против сборных, такой первый опыт был. Для Павла это первый сезон в МХЛ в группе А. Теперь его задача выступить так же хорошо и в регулярном чемпионате. В решающий момент на турнире он смог собраться и показать отличный результат. 5 голов и 4 результативные передачи. На самом деле эти очки, спасибо ребятам, с которыми я играл, там и по пятерке, которые давали возможность, вот я забивал свои моменты. Поддержал молодого нападающего и его старший товарищ по команде Никита Комаров. В его копилке 2 гола и 5 результативных передач. Как рассказал Никита, больше всего ему запомнилась встреча со сборной Польши. Под руководством русского тренера поляки показали интересную тактическую игру и справедливо заняли в итоге 3-е место. Ну и, конечно, финальный матч с омскими ястребами. Они тоже шли без поражений. Ступинцы оказались сильнее и выиграли со счетом 3-2. Этот результат и решил судьбу первого места. Главный тренер Евгений Николаевич сказал, что мы приехали сюда за победой. Никакого даже речи о втором, третьем месте быть не шло. Должны были фаворитами, должны были просто выходить и побежать, делать свою игру. Вот. То, что мы, в принципе, и сделали. Конечно, там не забили очень много моментов, но довели победу до конца. Игру выиграли, забили 3 шайбы, и в итоге кубок у нас привезли его в Ступино. Поздравляем наших ребят с заслуженной победой на международных соревнованиях и желаем им спортивной удачи в сезоне. Ирина Жукова, Сергей Мельников, Провинциальные новости.